В эфире телеканала программа «Актуальное интервью», в студии Валерия Наумова. Здравствуйте. Почтовые работники не смогут позволить себе отдых в дни Нового года и рождественских праздников. Именно в этот период нагрузка на каждое отделение связи заметно возрастает. Как справляются с валом работы в такие дни работники почтовых отделений? Поговорим об этом и не только с гостьей студии Кюней Романовой, заместителем директора управления Федеральной почтовой связи Республики Саха-Якутия, филиала Почты России. Кюней Юрьевна, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, сколько сотрудников всего работает в якутском филиале Почты России? Ну, если совсем точно, то сейчас работает 2211 работников. Если говорить о численности в последние 2 года, то в прошлом году было где-то порядка 2300 человек, и в позапрошлом где-то порядка 2380. Ну, численность, конечно, она в некотором роде сокращается, но на сокращение численности влияют разные факторы. На самом деле это не сокращение для сокращения. Если говорить вообще в соотношении процентов, да, вот снижение численности, то больше всего численность снизилась среди работников аппарата управления. И на это повлияли такие факторы, как, например, раньше у нас в каждом почтамте была отдельная бухгалтерия, свои экономисты, свои кадровики, своя охрана труда, то многие вот эти функции, они сейчас централизованы на уровень центрального управления в городе Якутске. И наоборот, вот есть такие направления деятельности, которые из Якутска перешли на макрорегиональный центр Владивосток. А расскажите, как сказываются карьерные тренды на поиск и найм сотрудников? Ну, мы, конечно, видим, что тренды на рынке труда кардинально меняются, и очень сильно на них повлияла пандемия. Вот я как бы остановлюсь на 2 моментах, да, изменений вот трендов, которые я вижу. Вот пандемия показала, что многие сотрудники, в принципе, могут вообще работать только дистанционно, совершенно не приходя в офис. Есть такие сотрудники. И у нас такие есть сотрудники, да. И поэтому кандидаты, вот, с которыми мы проводим собеседование при подборе кадров на вакантные позиции, стали часто задаваться таким вот вопросом: а могу ли я у вас работать полностью дистанционно? Вот. В настоящее время мы временно переводим работников некоторых, конечно, это аппарат управления в основном, временно переводим определенный процент сотрудников, ну вот по требованию Роспотребнадзора, да, 50% работает в офисе, например, 50% работает дистанционно из дома. Но раз есть спрос, то будет и предложение. В принципе, Почта России уже готова перевести некоторых сотрудников полностью на дистанционный формат работы. Уже и локальные нормативные акты утверждены. Я думаю, это просто вот веление времени. Скоро и мы, наверное, можем себе это позволить. Кого-то, например, принять на работу в полностью в дистанционном формате. И вот в последнее время еще, особенно на какие-то вот ключевые позиции в аппарате управления, когда мы проводим собеседование с кандидатами, я заметила, что некоторых людей, вот, которые работали в компаниях, где уже мотивационная часть такая по KPI, да, по ключевым показателям эффективности, их даже интересует не больше оклад, а их интересует именно премиальная составляющая, как он может сам повлиять на свою вот окончательную заработную плату. На текущий момент у нас по KPI работают руководители филиала, руководители почтамтов, и в плане Почты России вот до конца будущего года перевести и вообще всех специалистов аппарата управления. Также у нас по KPI работают работники отделений почтовой связи. Я думаю, так что вот на это требование, тренд новый, да, рынка, мы тоже ответим в самое ближайшее время. Расскажите, в чем специфика кадровой политики Почты России в нашей республике? Ну, надо сказать, что вообще наш регион очень специфический регион, и регион в составе Российской Федерации. Здесь сказываются и наши огромные территории, и удаленность населенных пунктов друг от друга, отсутствие дорог, наш климат тяжелый, да, и вот малочисленность наших населенных пунктов. Вот вся эта специфика нашего региона, она, естественно, сказывается как на почте в целом, так и на проведение кадровой работы. Одна из вот таких вот
актуальных проблем – это укомплектование наших отделений почтовой связи, которые находятся в труднодоступных населенных пунктах. У нас по республике 444 отделения почтовой связи и пунктов почтовой связи. И вот если кто-то там уволится, нам нужно найти замену. И вот представьте себе ситуацию, да, село находится где-то за 3-9 земель. Нам нужно найти в этом селе работника, который умеет работать на компьютере, которому можно доверить материальный подотчет, деньги, товары, который может составлять отчеты, у которого есть какие-то коммуникативные навыки, да, и это нужно сделать в селе, где 300 человек живет. Поэтому есть, конечно, сложности в подборе кадров, особенно в труднодоступных селах. И вот, пользуясь случаем, я бы хотела выразить благодарность главам наслегов, которые нам идут в помощь, и вот именно в подборе кандидатов. Без них мы там вообще как без рук. То есть вам в этом вопросе ситуации, которые вы описали, помогают главы районов. А может быть, вы кого-то командируете из столицы? Ну, это достаточно сложно сделать, именно чтобы для подбора в этой деревушке кого-то отправить из Якутска, это сложно. Еще вот из специфики, да, именно кадровой работы в якутской почте я бы назвала возможность быстрого карьерного роста на нашем предприятии. То есть у нас очень много есть руководителей, которые стали руководителями, начав с простых операторов отделения почтовой связи. Многие молодые специалисты, придя к нам без опыта работы, очень скоро становятся руководителями подразделений. То есть на почте реально за короткий срок сделать карьеру, если ты к этому готов, если ты полностью погружаешься в процесс. Вот это я тоже считаю одним из таких специфик нашего региона. И, конечно, хочу отметить именно наших работников якутской почты. Я считаю, что у нас работают самые верные своей профессии люди. И без них мы вообще как без рук. Да. Мы уже затронули немного тему карьерного роста. Расскажите, пожалуйста, поподробнее, как происходит развитие сотрудников в Почте России и что поменялось за время вашей работы в кадровой сфере? Поменялось очень многое. На самом деле сейчас вопрос развития наших сотрудников стоит прямо во главе угла Почты России. 2 года назад был создан корпоративный университет в Москве. Данное подразделение занимается организацией, сопровождением всех процессов обучения на почте. На почте обучаются все категории сотрудников, от почтальона до топ-менеджеров. И в зависимости от категории персонала зависит и вид обучения. Например, если мы принимаем работников в отделение почтовой связи, массовые профессии, да, это почтальоны, операторы, начальники отделений, все их обучение идет через информационные системы. Только кадровик принял этого сотрудника, и он появился в программе, и у него на рабочем столе появляется ярлычок «Мое обучение». Он туда входит, находит те курсы, которые назначены именно ему, и их проходит. Электронные курсы, где очень доступно доведено, как овладеть какой-то услугой, оказанием. Да? Практические навыки им помогают осваивать их наставники из числа опытных сотрудников. Если речь идет о работниках АУПа или топ-менеджерах, да, то это проводятся бизнес-тренинги тренерами. Или такое же может быть назначено дистанционное обучение. Или мы заключаем договора с учебными заведениями, которые занимаются обучением. Когда же лет даже 20 назад обучение новых сотрудников было совсем другое. Мы принимали не в штат сразу людей, заключали там ученические договора, в учебном классе их учили 3 месяца, по окончании которых он сдавал квалификационный экзамен. Если сдаст, только тогда мы принимали в штат. Но сейчас-то время другое, скоростное. Нам сотрудник нужен прямо здесь и сейчас. И эти дистанционные курсы нам помогают оперативно донести новые знания. А расскажите, как проводится мотивация трудовой деятельности, как раз таки тоже на почте? На Почте России очень много категорий профессий. И поэтому система мотивации, она очень многогранная. Да? Скажем так, что для каждой категории персонала есть своя система мотивации. Поэтому мои работники должны разбираться во всех этих системах мотивации. Да?
Вот наши фронт-офисы — это отделение почтовой связи, да, где наши сотрудники оказывают услуги населению. Значит, у них система мотивации вот именно по КП, да, ключевые показатели эффективности. Каждый месяц им доводится план на месяц, конкретный по выручке, по другим показателям, которые он должен выполнить. По итогам выполнения уже начисляется премия. У работников ОПС, кроме этого, есть и сетевое вознаграждение. Это самое вот их понимаемое ими и такой инструмент, который они очень любят и пользуются. Да? То есть за определенные сетевые услуги операторы, почтальоны, начальники могут плюс к премии получать дополнительные бонусы. Например, за оформление подписки. Вот вы, Валерия, придете в отделение, оформите подписку на газету и журнал, знаете, вот этот оператор получит сетевое вознаграждение. Определенный процент, по-моему, 4% от стоимости подписки. Ну, и у него же много людей, да, допустим. То есть это вот сетевое вознаграждение, это самый такой вот любимый вид мотивации у них. У водителей и сортировщиков другая система мотивации. Они на свою премию влияют зарабатыванием баллов путем, значит, оперативного и своевременной, например, обработки почты. Водители, если своевременно и качественно выполнят производственный маршрут, например, увезут почту с Якутска в Горный Улус, положим, да, вот. Например, курьеры якутского участка курьерской доставки, они вообще на сдельной системе оплаты труда, то есть сколько они обработают, примут ЕМС отправление, столько они получат зарплату. Давайте в конце нашей беседы поговорим о том, какие социальные гарантии дает Почта России в Якутии. Вообще коллективный договор Почты России включает достаточно широкий спектр социальных льгот и гарантий. Да? На всех останавливаться не буду, озвучу вот самые такие востребованные нашими работниками. Например, наши работники могут получить оплачиваемый выходной день, если вступают в брак, если родился ребенок, если ребенок идет в 1 класс, там, и в случае смерти вот близких родственников. То есть ему не нужно писать отпуск за свой счет или там без сохранения заработной платы, а работодатель его отпускает в выходной, причем оплачиваемый. Вот одна из очень востребованных наших льгот. Также наши работники по окончании своей трудовой деятельности, если приняли решение выйти на пенсию, в возрасте 60 лет или старше, да, они имеют право на негосударственную пенсию. То есть кроме государственной им назначается с момента увольнения ежемесячная пенсия, которая формировалась за счет средств работодателя. То есть, ну, кто откажется, да, после увольнения, выйдя на пенсию, получать дополнительные выплаты в течение 15 лет ежемесячно. Ну и я вот хотела бы еще остановиться на страховых программах. Да? У нас их несколько, и каждый работник, который трудоустраивается на почту, с первого же дня охвачен этими всеми страховыми программами. И вот особенно мне кажется вот такой для наших работников весомой — это вот страхование наших детей от несчастных случаев и критических болезней. Очень часто, да, мы видим по телеканалам, как пишут: помогите вот этому ребенку, у него там такое-то заболевание, такое заболевание. То есть мы понимаем, что эти родители остались один на один вот с этой бедой, и нужны средства. Вот в таких случаях для работников, у которых стаж свыше 5 лет, в таких случаях мы выплачиваем достаточно приличную сумму страховки. Спасибо вам большое, Кюней Юрьевна. Благодарю вас за то, что вы пришли и ответили на наши вопросы. Спасибо. Ну а я напомню, что сегодня мы говорили о том, как решаются кадровые вопросы в якутском филиале Почты России. Вы смотрели актуальное интервью. До встречи.